Здравствуйте. Сегодня заседание нашего клуба «Надежда» переходит в новый формат в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом. Гость нашей встречи сегодня – Андрей Перевозчиков, путешественник, краевед, автор проекта Ашмисо-Шайер «Родниковый край». Вместе с ним мы с вами совершим виртуальную экскурсию по родникам нашей республики. Спасибо. Ну, интересный формат, я думаю, получится для меня, для самого он новый. Вот. Но мне интересно познакомить читателей или участников вашего клуба со своей деятельностью. Вот. И один из проектов, которым я занимаюсь последние несколько лет, это изучение родников Удмуртской республики. Вот. У нас вообще как бы этот бренд «Родниковый край», он достаточно сложившийся такой, вот, потому что у нас очень много родников на территории Удмуртской республики. Вот. И у меня появилась пару лет назад такая идея именно собрать карту родников Удмуртской республики, собрать о них информацию, какие-то легенды, истории этих мест. Вот. Как вы знаете, у нас берут начало несколько крупных рек. Это вот Кама, Вятка, Кельмесь, Иш. Вот. И, конечно, это одни из самых таких интересных мест. Ну, вкратце я вам расскажу о проекте. Вот. Наш сайт, он называется udomvoto.com, вот, где мы собираем полную как бы информацию о родниках. Вот. Сейчас у нас на карте нанесено около 500 объектов. Вот. И не все объекты имеют какую-то прямо описание. Многие точки пока просто как геоданные они. То есть нам присылают люди с республики вот, какую-то информацию, если у них есть родник какой-то, и мы стараемся максимально оперативно добавить. Но вот карта у нас, она достаточно интерактивная, то есть вот мы разделяем на несколько категорий здесь объекты. Вот здесь у нас есть несколько слоев на этой карте, и в принципе какие-то слои можно отключать. Вот. Но те объекты, которые уже имеют какую-то информацию, то есть описание, фотографии или видео, легенды там, то вот они имеют вот такой наш как бы фирменный логотип в виде капельки. Вот. И в принципе там по этой ссылке можно пройти. То есть у каждого родника там есть своя какая-то персональная страничка на сайте, где мы собираем о нем информацию. Ну вот, к примеру, в прошлом году мы совместно с партнерами уже не первый год, второй год уже делаем экспедиционные выезды по родникам Удмуртской республики. Мы, то есть, нашли партнеров, кто помог нам профинансировать и сделать лабораторные исследования родников. То есть вот уже второй год мы сначала собираем с жителей республики, то есть они нам присылают родники, какие бы они хотели проверить вот, на качество питьевой воды. И вот в прошлом году мы с партнерами совместно ездили в такие экспедиции, брали пробы воды, то есть делали забор, там у лаборатории есть тоже свои специальные условия. Вот мы там посвящали этому там позапрошлом году несколько недель. В прошлом году вот мы неделю ездили по Удмуртии и брали воду на исследования. Потом у нас вот это все было опубликовано. Также мы и фотографии делали родников, делали видеосъемки. Вот. Ну вот, к примеру, вот родник Чекалкино в Малопургинском районе. Вот. И в принципе там есть и фотографии, вот, и как бы такие странички у этих родников. Мы стараемся регулярно как бы эти данные обновлять. Вот какие-то небольшое описание есть у этих родников, фотографии, также геоданные. Вот, мы это все стараемся оперативно добавлять. Конечно, еще не вся информация опубликована, которая у нас уже собрана, она еще тоже находится в разработке, там фотографии еще не все родники мы нанесли на карту. Вот, поэтому стараемся вот. Здесь же вот можно с результатами исследований познакомиться. Это исследование качества воды. Вот, это вот наша команда журналистов, там
фотографы, тоже краеведы с нами ездили, вот, и здесь мы как бы уже указываем на сайте, какой pH воды, жесткость, окисляемость и по каким показателям оно соответствует, не соответствует. Андрей, в связи с тем, что наше мероприятие приурочено к Всемирному дню водных ресурсов, мировая общественность озабочена тем, что пресной воды недостаточно в мире. И эта же проблема стоит и в России. Как это дело обстоит у нас в Удмуртии? Вы вот стали говорить о качестве воды. Действительно ли у нас вот эти родники служат нашим достоянием, нашим богатством, и как мы к нему относимся? Мы можем пить воду из родников по вашим исследованиям? Достаточно ли благополучно дело обстоит в нашей республике? Ну, раньше вообще в древности, конечно, родники это был источник питьевой воды. То есть, когда наши предки, они искали новое место для поселения, для деревни, то они, конечно же, искали, чтобы был источник питьевой воды. Сейчас родники для питьевых целей используются очень малым процентом людей. То есть во многих населенных пунктах сейчас уже есть центральное водоснабжение, то есть какие-то артезианские скважины, то есть вода заведена в дом, и поэтому, во-первых, и родники стали мало посещаемыми. Вот, конечно, люди есть те, кто продолжают пить только родниковую воду. Ну вот я сам пью только родниковую воду, стараюсь практически всегда, то есть и там чай, и приготовление пищи я использую родниковую воду. Вот, но во многих местах уже сейчас ситуация немного другая, то есть родники становятся заброшенными, то есть и за ними никто не ухаживает, потому что просто отпала надобность, появилось центральное водоснабжение, и люди перестали ходить на родники. Вот. Ну, конечно, по качеству воды можно сказать то, что, конечно, в городе Ижевске не так много родников, которые можно использовать для питья. Многие городские родники, конечно, загрязнены. Основной фактор загрязнения родника это, конечно же, человеческий. То есть это какая-то хозяйственная деятельность или какие-то предприятия, или там, ну вот, в общем, это только человеческий фактор загрязнения родников. И, конечно же, в городе очень много родников. Вот, точное количество даже, ну, по городу сложно оценить. Ну, где-то несколько сотен родников, я думаю, что, ну, вот даже в книге Туганаева Виктора Васильевича есть такая, ну, интересная книга «Родники Ижевска». Вот, там более 60 родников вот, исследовано, то есть описано, там есть с фотографиями. Вот, и это данные 20-летней давности. Вот, конечно, 20 лет назад ситуация с питьевой водой, с родников была гораздо лучше. Сейчас с каждым годом все ухудшается. То есть и даже многих родников уже просто нет, их физически. Вот, тоже это человеческое воздействие. То есть это либо строительство каких-то домов, зданий, там, вот, и перебиваются вот эти водоносные слои. То есть родник, он в том месте, где он был ранее, он либо выходит где-то в другом месте, либо просто перестает бить из-под земли. Вот. Даже в каких-то популярных местах, вот там на набережной возле дома Пастухова, просто вот родники разрушены людьми, и поэтому они, конечно, в плачевном состоянии находятся. Вот. Ну, вообще вот качество воды, оно вообще еще меняется от сезона, то есть бывает, что по весне другие свойства у воды, поэтому, конечно, в идеале нужно проводить такие исследования регулярно. Вот. В принципе, мы планируем эту деятельность продолжать, мы будем изучать родники, исследовать их, потому что это все-таки наше такое природное достояние, богатство. Вот. Но сейчас это уже в основном больше как такой природный памятник какой-то, как достопримечательность, люди посещают их. Вот. Многие родники, они освященные, то есть там проводятся какие-то служения, там православные в том числе. Вот. Воду освящают, приезжают на родники. Вот. Но
Ну, есть, конечно, родники достаточно интересные. Ну, вот с результатами исследований, да, которые именно мы проводили, вот можно ознакомиться на нашем сайте, вот здесь. Какие цели, какие задачи ставил ваш проект и достигнуты ли эти цели вот на данный момент? Ну, вообще мы хотели поднять вот как-то любовь к природе благодаря нашему проекту, вот, чтобы люди больше понимали ценность нашего вот этого природного достояния и просвещение, экологическое просвещение, что употребление чистой воды, оно способствует там, укреплению здоровья. Вот. И, ну, в основном это была такая просветительская задача, вот, чтобы рассказать о нашем природном вот таком достоянии, потому что у нас очень много родников вообще по республике, думаю, что их тысячи, ну, подсчитать сейчас их пока сложно, но мы будем постоянно эту нашу базу родников пополнять. Мы регулярно путешествуем по Удмуртии, мы собираем информацию о родниках, фотографируем их, там люди нам присылают от того, что узнают о нашем проекте, поэтому эта база и будет расширяться. То есть этот проект действующий? Да, он действующий, он расширяется постоянно, но сейчас, конечно, он не в таком пике активности, то есть, но мы будем его продолжать, то есть именно изучать родники мы будем, ну, еще достаточно долго там. Я думаю, что даже моей жизни не хватит, чтобы все родники изучить, посетить. Но... А какая сейчас цифра вот озвучена? Сколько удалось установить родников на данный вот момент? Ну, в нашем проекте установлено больше 600 родников по Удмуртии. Вот. Хотя это очень маленькая еще часть. Поэтому даже сложно пока оценить вообще масштабы, сколько их вот, на самом деле родников. Ну, неспроста вот наш край называется родниковым, потому что я, конечно, вот не специалист ни из географии, там, ни из области биологии, вот я вообще из другой сферы, но общаясь все равно с какими-то учеными, представителями вот, географического факультета, там, с медакадемией, вот мы как бы с ними общаемся на эту тему. Они говорят, что на самом деле наш край в этом плане родниковый, что мы находимся вот на таком, в такой как бы низменности и на стыке вот каких-то там двух плит получается. И за счет этого как бы мы в такой чаше, и поэтому у нас как бы большой такой вот выход такой источников питьевой воды. Вот. Ну, также на сайте у нас есть вот, ну, один короткий, вот буквально на минуту ролик покажу. Это один из первых родников, который мы добавили на сайт. Это он не обустроенный родник в деревне возле Винишур-Бии в Селтинском районе. Это такой дикий родник, он течет просто вот как бы, ну, по земле. Да, вот очень красиво. Мы стараемся вот показать наше такое вот природное богатство. Также мы звуки родников записываем, вот их течение воды на диктофон, то есть это все как бы, ну, настоящий как бы ну, вот этот звук тоже записанный, видео мы вот стараемся сделать такое про родники наши, чтобы люди как бы знали, что вот есть такие вот у нас места интересные. Ваша просветительская деятельность способствует практическому какому-то вот, интересу со стороны жителей? Начинают ли они восстанавливать вот свои родники? Как-то эта взаимосвязь прослеживается? Да, сейчас я об этом расскажу подробнее. Вот. Ну, вообще, в прошлом году у нас мы запустили республиканский конкурс исследовательских работ. И мы пригласили всех желающих, там, от школьников, даже детские сады участвовали, для того, чтобы рассказать о своих родниках в своей местности. И у нас поступило более 60 заявок на участие в конкурсе. Вот у нас было разработано положение вот, о нашем конкурсе республиканском. Он как раз вот стартовал весной прошлого года. Было несколько этапов, то есть сначала мы принимали заявки, потом люди в течение там определенного времени исследовали свои родники. Мы разработали тоже совместно с учеными
такую методичку исследования, то есть как можно исследовать родник. То есть в основном это занимались школьники с какими-то своими наставниками, учителями, там, географии, истории. Вот, и они присылали нам заявки вот, в виде видеороликов. То есть вот у нас тут большая коллекция видеороликов, ну, как бы, представлена со всей Удмуртии практически. Более 200 человек участвовали как бы в этом конкурсе. Мы до сих пор еще не успели обработать всю эту информацию. Она будет, у нас очень много сейчас материала скопилось благодаря конкурсу. Это все исследовательские работы, мы их еще не опубликовали даже все. То есть сейчас, благодаря этому конкурсу, который мы провели, будет нанесено дополнительно еще 400 родников, которых еще нет на карте. И будет практически у каждого родника свое какое-то описание, исследование, фотографии. Вот. Поэтому очень активно жители республики подключились к этой идее. И вот практически, ну не все, конечно, районы участвовали, но многие, вот, конечно, активное участие приняли библиотеки в этом исследовании. И мы сейчас уже как бы часть участников наградили какими-то, ну, такими нашими подарками, дипломами. То есть я сам выезжаю туда в районы, знакомиться с участниками конкурса. То есть мы знакомимся как бы с родниками, с этими участниками. То есть планируем нашу какую-то дальнейшую работу. Вот. И многие почему-то даже узнали о конкурсе уже когда он закончился. И сейчас многие еще пишут мне, а будет ли конкурс такой в этом году, потому что они, ну, не успели подать заявку, поучаствовать и хотят, чтобы конкурс, ну, мы продолжили. Вот. Я думаю, что мы эту практику повторим, потому что она достаточно очень такая получилась интересная, то есть люди очень активно подключились к этой деятельности, и мы смогли собрать очень много материала благодаря вот нашим участникам. Прислать вам информацию можно только в рамках конкурса? Нет, или вы можно собираете? Да, есть есть вообще как бы возможность в любое время прислать. Ну сейчас вот конкурс, конечно, завершился, но в принципе здесь есть кнопка вот добавить родник. Вот, добавить родник, можно на нее нажать там и можно загрузить фотографии, какие-то координаты, описание. Вот, нам такие заявки тоже, ну, приходят, кто хочет, чтобы мы как бы их родники тоже добавили. Вот этот сбор информации, эта работа вами ведется и продолжается? Да, это регулярно, да. Любой желающий? Да, можно присылать, да. Если у кого-то есть где-то тех родников, которых у нас еще нет, сначала, конечно, можно посмотреть на карте, может быть, он уже есть, или какие-то есть родники, которые без фотографий, то мы, конечно же, готовы как бы принять эту информацию и разместить, потому что это, ну, наше такое богатство, и вот мы стараемся регулярно пополнять эту базу, даже вот постоянно там обновляются фотографии, мы добавляем. Конечно, у нас еще есть очень много родников, которые мы даже не знаем пока их как найти. То есть есть, вот, к примеру, также у нас на нашем сайте есть какие-то видеоролики, интервью на тему с родниками. Вот. Это тоже все можно посмотреть здесь. Там какие-то есть книжки по теме родников. Вот, родниково-артезианские воды Ижевска, там родники Ижевска тоже есть, санитарные нормы по родникам есть. И вот есть большой список родников, это, ну, старый список еще, но эти родники, какие-то из них можно найти. Это был перечень, список Министерства природы и охраны окружающей среды. Это список родников особо охраняемых природных территорий. Раньше многие родники носили такой статус, и они охранялись государством. Вот, мы эти родники тоже в будущем отыщем, съездим туда, найдем, посмотрим их и о них тоже расскажем. Вот, а сейчас... Можете ли вы рассказать о каком-то роднике, который вот особо охраняемый, но еще имеет какую-то особую интересную историю, может быть освещен, может быть он еще связан с какой-то легендой? Вот есть такая информация? О каком роде? Ну вот, конечно, один из самых интересных родников, это, наверное, Говорящий ключ, который его называют. Он находится в Кизнерском районе, на юге Удмуртии.
недалеко от села Короленко, где вот проходило Мултанское дело, может быть, слышали наши зрители. Вот. Он интересен тем, что у него, я насчет статуса особо охраняемой природной территории думаю, что у него там нет такого статуса. Но он интересен тем, что этот родник, он начинает реагировать на голоса и звуки окружающие вот, там, от людей. Если начинаешь громко хлопать там, или топать, то он начинает очень сильнее бурлить из-под земли. И это очень огромный источник, то есть ну, там, примерно несколько метров в диаметре. Это огромным потоком вода изливается прямо из-под земли. И то есть, ну вот я был уже несколько раз на этом роднике, и вот в прошлом году мы туда ездили, на этот родник, и местные жители рассказывают, что они пытались измерить глубину этого родника, то есть они привязывали какой-то тяжелый груз на длинную веревку и опускали туда, как бы, ну, пытались найти дно родника, но у них не получилось вот даже достать до дна. Вот, и этот родник, ну, на самом деле, он такой достаточно интересный, и просто на него можно бесконечно долго смотреть, как вот вода эта бурлит из-под земли, там даже вот, ну, вместе с водой песок, получается, он как фонтанирует. Вот, и даже вот если опускать руку туда, в эту воду, там, трогаешь вот этот песок, он даже какой-то по структуре своей очень такой необычный, то есть он даже в руке хрустит как снег. Вот, но к сожалению, может быть, к сожалению, да, этот родник, он начал более посещаемый становиться, и там, конечно, ну, страдает природа от воздействия человека, ну, там регулярно все равно проводятся субботники, но местные жители, вот, я не знаю, правда это или нет, но говорят, что этот родник раньше, получается, извергался из-под земли на высоту до 2 метров, вот, но сейчас из-за того, что начали песок оттуда периодически вывозить, начал вот он чуть мелеть. Но также вот с местным жителем я общался, он рассказывает, что недалеко от этого места есть родник, который прямо вот фонтанирует из-под земли, но теперь местные жители о нем не рассказывают. Вот, я такой родник еще пока не встретил, но вот слышал о нем. Вот, достаточно интересный. Какие еще у вас будут пожелания или еще информацию у вас? Да, ну я, конечно, приглашаю всех вот на наш сайт посмотреть, познакомиться с родниками, которые у нас есть. Вот. Ну и, конечно, если у наших как бы читателей, там, ваших участников клуба есть информация о родниках в Удмуртской республике, то вы сможете смело нам ее присылать, и мы будем добавлять. Вот у нас здесь есть все контакты указанные. Вот. Ну, это наша небольшая команда как бы участников, кто этим занимается. Здесь там, ну и... Вы можете представить вашу команду? Да, ну вот я, да, Андрей Перевозчиков, автор. Максим Блинов, это историк, экскурсовод, тоже он проводит экскурсии по городу. Саша Конигин, тоже мой друг, он занимается организацией экспедиций, фото-видеосъемкой. Ну, Туганаев Виктор Васильевич, наш известный доктор биологических наук. Александр Кондратьев, вот тоже в нашей команде, он тоже краевед, химик-биолог, он тоже нас консультирует. И вот тоже мой друг Тихонов Кирилл, он из Завьялова родом, вот он администратор нашего проекта. Вот, также у нас тут наши партнеры кое-какие указаны. Вот. Ну и почта есть у нас, там можно на почту, можно либо в соцсетях мне писать, либо присылать через форму вот на главной страничке. Вот. Большое спасибо, Андрей, за интересную беседу. Мы приглашаем всех наших участников клуба и всех зрителей, кто смотрит нашу программу, принять участие в этом проекте и внести свой вклад в сохранение водного богатства нашей республики. Спасибо большое. До новых встреч.